В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Пострадавшим при провале под лед на реке Лен оказывается вся необходимая медицинская помощь. Владимир Путин потребовал повысить эффективность работы по национальным проектам. Чульман, Сербор и Нерюнгри в населенных пунктах приведут в порядок объекты здравоохранения. Год театра закрыт. С какими итогами завершает 2019 театралы республики. В Якутске установили быка холода и снега. Украсил символ зимы площадь у кинотеатра «Центральный». Бурдел зажжет новые звезды якутской эстрады. Традиционная церемония вручения музыкальной премии пройдет 4 января в Якутске. Водолазы службы спасения извлекли тела 2 человек, погибших при провале под лед КАМАЗа в Жиганском районе. Следственным комитетом проводится проверка. Напомню, что накануне 2 КАМАЗа провалились под лед по пути в поселок Кыстатем Жиганского района, в 80 километрах от районного центра. 2 человека погибли, еще 2, мужчина и женщина, были доставлены в больницу. У обоих зафиксировано обморожение начальной степени. Все необходимое лечение пострадавший получает в полном объеме. На территории Эвенкийского муниципального образования вчерашним решением комиссии по чрезвычайным ситуациям Жиганского национального Эвенкийского района введено положение «Чрезвычайная ситуация» на территории села Кыстатем местного значения. Дело в том, что 5 груженных автомашин КАМАЗ направлялись в сторону Булунского района. На борту этих КАМАЗов находились граждане, проживающие в селе Кусюр Булунского района. И 2 из них, к сожалению, в результате этого чрезвычайного происшествия скончались на месте происшествия. Тем временем в региональном МЧС сегодня подвели итоги работы в текущем году. 2 чрезвычайные ситуации, около 50 социально значимых происшествий ликвидированы силами якутской территориальной подсистемы РСЧС с начала года. Сегодня же в Доме дружбы народов наградили отличившихся сотрудников, рассказывает Сергей Михедов. Подводя итоги работы, спасатели говорят, год выдался непростым. Сама профессия – спасать человеческие жизни – дело сложное, опасное и ответственное. Всего свыше 2000 раз пожарно-спасательные подразделения выезжали на тушение огня, по 500 раз на дорожно-транспортные происшествия и поисково-спасательные операции. И это, несмотря на то, что 2019 год в МЧС России был назван годом предупреждения чрезвычайных ситуаций. Количество пожаров и происшествий на водных объектах у нас идет снижение. По количеству пожаров у нас снижение на 30%, гибель у нас снижение на 7%, ну и на водных объектах снижение порядка 3% по происшествиям. Если паводок прошел относительно спокойно, этого не скажешь о лесных пожарах. В течение года зарегистрировано более 1500 природных возгораний. Огонь шел стеной, уничтожая все на своем пути. Выгорело около 4 миллионов гектаров леса. Особенно сложная обстановка наблюдалась в Верхоянском и Жиганском районах. Совместными усилиями сотрудников МЧС, авиалесоохраны и местных жителей удалось не допустить дальнейшего распространения огня и еще более колоссального ущерба для республики. 5 населенных пунктов была угроза от пожаров, но тем не менее, благодаря заблаговременным проведенным мероприятиям нашими спасателями, пожарными удалось избежать возгорания в населенных пунктах и гибели. Есть и еще одно важнейшее достижение – запуск единой системы вызова экстренных служб. Теперь, оказавшись в беде, жители и гости столицы могут позвонить на номер 112 с любого телефона, и спасатели прибудут на помощь. Пока эта система работает в Якутске и пригороде, а в начале 2020-го единый номер 112 будет доступен уже по всей республике. Проведена масштабная работа по внедрению системы. Это в среднем позволит на 30% быстрее проводить те или иные экстренные работы нашим службам. И, конечно же, позволит в конечном итоге спасать больше человеческих жизней. Особенно в условиях пожара, в условиях чрезвычайных ситуаций, когда дорога каждая минута. Внедрение этой системы очень важно. На ежегодное подведение итогов работы МЧС России по Якутии приехали председатели районных комитетов по чрезвычайным ситуациям и руководители подразделений. Лучших спасателей наградили и отметили. В целом для республиканского МЧС год выдался благоприятным. Сергей Михедов, Георгий Григорьев, Якутск.
Владимир Путин потребовал повысить эффективность работы по национальным проектам. В Кремле накануне профильные вице-премьеры отчитались о первых успехах в их реализации и выразили уверенность, что целевые показатели будут достигнуты. Среди положительных результатов нацпроектов в социальной сфере Владимир Путин упомянул программу господдержки российских семей с детьми. По словам президента, в рамках так называемого демографического пакета мер поддержку получили около миллиона российских семей. А благодаря дошкольной программе поддержки в яслях появилось 54 тысячи новых мест. Почти 14 тысяч километров. Около миллиона российских семей с детьми получили поддержку в рамках так называемого демографического пакета мер. Это выплаты на первого и последующего детей, льготные ипотечные кредиты, погашение части ипотеки для многодетных семей. Реализуется масштабная ясельная программа. Мы вплотную взялись за решение этой важной, чувствительной проблемы для семей, для молодых мам. За 2 года ввели почти 54 тысячи мест в яслях. А в эти минуты Владимир Путин проводит заседание Госсовета. Участники, среди которых и глава Якутии Айсен Николаев, обсуждают вопросы эффективного сельхозпроизводства и развития сельских территорий. Докладчики – министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Отдельное внимание итогам развития агропромышленного комплекса и предстоящим задачам. Также на повестке поддержка малого бизнеса, подготовка кадров для села и обеспечение поселений объектами социальной и инженерной инфраструктуры. В ближайшие 3 года в Якутии планируют вывести из эксплуатации 38 объектов размещения твердых коммунальных отходов. Кроме этого, построить и ввести 19 новых полигонов. Об этом сообщили на расширенном заседании коллегии регионального министерства ЖКХ. Для формирования эффективной системы обращения с отходами на территории республики должно быть 59 таких объектов. В среднем на один район 1-2 свалки, в основном в районных центрах. В остальных населенных пунктах предусматривается устройство площадок временного накопления отходов. Также территориальной схемой предусмотрено строительство 3 объектов переработки отходов в Якутске, Мирном и Нерингре. И планируется построить 65 мусоросортировочных комплексов, 57 объектов обезвреживания и 1 мусороперегрузочную станцию. У нас территориальная схема обсуждалась и сегодня уже утверждена, но все равно муниципальное образование, некоторые, которые участвовали слабо, они должны все равно знать, как у них должно сложиться в этом плане работа. Нерингринский район получит 1 миллиард 700 миллионов рублей на модернизацию системы здравоохранения. На эти деньги в больницах проведут капитальный ремонт и установят высокотехнологичное медицинское оборудование. Так продолжается ремонт детской поликлиники в Нерингре. В следующем году запланирован ремонт Чульманской, Серебряноборской и городских больниц, а также строительство врачебной амбулатории в селе Иенгра. Кроме того, будет выполнен ремонт женской консультации, кожно-венерологического диспансера и блока Б больничного комплекса. Также в 2021 году ремонт взрослой поликлиники, а с 2022 по 2023 годы ремонт инфекционного отделения, роддома, станции скорой помощи, психо- и наркологического диспансера. Педагогов школ Якутии приглашает войти в команду учителей будущего президентской платформы «Россия – страна возможностей». Участие могут принять все желающие учителя школ, как опытные педагоги, так и новички. Срок приема заявок до 31 декабря этого года. Как отмечают организаторы, всероссийский конкурс направлен на поиск, развитие и поддержку перспективных команд учителей. Участники, которые обладают высоким уровнем предметных знаний, ключевых педагогических компетенций и надпрофессиональных навыков. А все участники, прошедшие тестирование, получат доступ к базе знаний онлайн-библиотеки. Итогам года уходящего и планам на будущее был посвящен библиотечный семинар, прошедший в Алданском районе. В рамках национального проекта «Культура», рассчитанного до 2024 года, началась модернизация читален. Как изменятся библиотеки, узнавала наш корреспондент Татьяна Вахнина. Фонд библиотеки Кутаны насчитывает свыше 5000 экземпляров. Библиотека в селе, что располагается в нескольких сотнях километров от Алдана, культурный, интеллектуальный и информационный центр. В картотеке числится порядка 600 читателей. Библиотечные литературные богатства востребованы у всех жителей села. Пенсионеры у меня в основном и школьники.
Школьники обычно очень много обращаются во время экзаменов и вот НПК. Пенсионеры у меня вот, по домам хожу, эти инвалидам. Угу. Ну, а так в основном охотники у меня берут. Они вот любят читать детективы, фэнтези, ну вот газеты. О работе библиотеки в отдаленном селе Тина Бубякина рассказала на районном библиотечном семинаре, посвященном итогам 2019 и планам на 2020. На семинаре присутствовали порядка 30 специалистов из всех 17 библиотек Алданского района. Читать по-прежнему модно. Это подтверждает посещаемость библиотек. Посещаемость на уровне, но хотелось бы больше, потому что у нас проект «Культура» ставит перед нами задачу ежегодное увеличение посещаемости читателей, пользователей наших библиотек. До 2024 года мы должны увеличить посещаемость на 15%. Ну, будем к этому стремиться. В будущем работы сотрудникам читален предстоит много. В уходящем 2019-м стартовал национальный проект «Культура». В рамках данного проекта, рассчитанного до 2024 года, планируется проведение модернизации библиотек. Ну, прежде всего, она подразумевает, конечно, дизайн помещений, приобретение нового оборудования, соответствующего современным требованиям, да, которые существуют для библиотек. Это должна быть открытая библиотека для пользователей, где они могут получить комплекс услуг, как информационных, так и досуговых, получить необходимые знания, умения, ну и виртуальное. Сегодня библиотеки ведут деятельность в разных направлениях, неся культуру в массы и охватывая все возрастные категории. Особое внимание библиотекари уделяют популяризации чтения и формированию увлеченности литературой у подростков. Также читальни активно осваивают и виртуальные пространства. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. У пары белых медведей Колымана и Ломоносов вновь пополнение. Сегодня в зоопарке Арту-Дайду показали видео новорожденного, которое снято на установленную в берлоге камеру. Сейчас медведица и детеныш находятся в режиме тишины и покоя. Ветеринары пока что не осматривали маму и питомца, но наблюдают за семьей дистанционно. Что касается пола медвежонка, то он пока неизвестен, но сотрудники зоопарка предполагают, что это мальчик. Отец семейства Ломоносов содержится в смежном вольере. По словам сотрудников зоопарка, на этот раз он менее тревожен. Напомним, первое пополнение в семье Колымана и Ломоносова было 30 ноября 2016 года, но известно об этом стало только в январе 2017 года. В тот раз белые медведи решили порадовать якутян в преддверии нового десятилетия. Разделить радость с сотрудниками зоопарка приехал и председатель правительства Якутии Владимир Солодов. Ну, безусловно, у нас сегодня уникальное, на самом деле, для всей России, не побоюсь этого слова, событие. Примерно 10 дней назад в нашем заповеднике Арту-Дайду появился на свет новорожденный медвежонок, белая медведица. И это настолько редкое животное, и так редко приплод приносит не в естественной среде, а в зоопарке, что для нас это очень важный показатель качества работы всех наших сотрудников, той заботы, которая создана для животных, и воспроизводства естественной среды. Отдельно можно отметить, что у нас медведица выросла в диких условиях, она была подобрана медвежонком, и поэтому это тоже показывает, что мы успешно создаем условия для адаптации, для выживания, ну и для размножения и выполняем просветительские функции. Ну а сейчас небольшой блок рекламы, и смотрите далее на телеканале Якутия-24. Год театра закрыт. С какими итогами завершают 2019-й театралы республики? В Якутске установили быка холода и снега. Украсил символ зимы площадь у кинотеатра «Центральный». Урдел зажжет новые звезды якутской эстрады. Традиционная церемония вручения музыкальной премии пройдет 4 января в Якутске. В эфире Якутия-24 мы продолжаем наш выпуск. Торжественное закрытие года театра в эти минуты проходит в Якутске в Государственном театре оперы и балета. Первым концертным номером, который открыл сегодняшнее мероприятие, был фрагмент из балета «Бал иллюзии», что является очень символическим жестом, потому старт года театра в России в 19-м был дан на Всероссийском театральном марафоне во Владивостоке. Начинался он также с выступления артистов балета. С самого января этого года и по сегодняшний день все театры республики сыграли 1499 спектаклей, концертов и разных
разных мероприятий. И сегодняшний концерт является юбилейным, 1500-м. Завершением торжественного мероприятия стала церемония передачи символа следующего года, года памяти и славы в России. И продолжая тему театров, в дни зимних каникул русский драмтеатр в Якутске готовит для детей и взрослых сказку о бесстрашной девочке Элли из Канзаса. Премьера сказки «Волшебник изумрудного города» состоится уже завтра, 27 декабря. Подробности расскажет Полина Долинская. Под занавес уходящего года Русский театр имени Пушкина представляет гостям и жителям города Якутска сказку «Волшебник изумрудного города» по повести Александра Волкова. Сказка о непростом путешествии девочки Элли из Канзаса и ее верного пса Татошки понравится не только детям, но и взрослым. Мне бы хотелось, чтобы эта история, она оказалась интересна и детям, и взрослым. Благодаря этому спектаклю многие взрослые могут вернуться в свое детство. Потому что эта история, волшебная страна – это страна детства. И у нас есть шанс попасть в нее. По дороге домой главную героиню ждут нелегкие испытания и новые знакомства. Сказка рассказывает о том, как важно сохранить в себе веру в чудо и добро. Взрослые зрители смогут по-новому взглянуть уже на полюбившуюся им повесть, а также найти что-то для себя. Фраза, с которой начинается путь, волшебница говорит: «Этот путь, Элли, ты должна пройти сама». Я думаю, эти фразы, они очень важны и для взрослых. Слышав это, взрослые люди тоже что-то для себя откроют в себе. Начиная с первой репетиции и дойдя до генерального прогона, погружаясь в роль все сильнее и сильнее, работая над ошибками, менялось не только качество исполнения роли, но и сами актеры. Исполнительница главной героини сказки Елена Сулак рассказала о том, какие изменения произошли в ней. В работе над этим спектаклем я собрала материал свой какой-то внутренний, который, наверное, помогает укорениться, уплотнить свою внутреннюю силу, помогает не сдаваться ни в каких ситуациях и идти к своей цели. Несмотря на то, что это детская сказка, на главных героев возложена большая ответственность. Им необходимо преодолеть немалые трудности, вступить в борьбу не только со злыми колдуньями, а также встретиться лицом к лицу с саблезубыми тиграми. Все же главное сражение происходит у каждого героя с самим собой. Если маленькая девочка смогла пройти такой сложный, тяжелый, совершенно не детский путь, нелегкий, вернуться к себе, вернуться домой, что бы это ни было, чтобы не означало дом, то мы все можем справиться. Генеральный прогон позади, совсем скоро премьера сказки «Волшебник изумрудного города». Все жители и гости столицы смогут увидеть ее до 11 января. Полина Долинская, Джулус Иннокентьев, Якутск. В преддверии новогодних праздников актуальным становится вопрос о выборе подарка. И тут порой наше воображение подводит нас. О том, что люди предпочитают дарить и получать в дар, узнавала Саргалана Неустроева. Мнения людей по поводу того, какие подарки они предпочитают дарить или получать, разделились. Кто-то любит что-то красивое, памятное для сердца, ну а кто-то что-то более практичное. Дарить, скорее всего, такие, которые доставляют радость, ну и, скорее всего, практичные. А получать всегда приятно, любую мелочь. Полезные подарки, они как бы ценятся. Ну, как я ценю более полезные. Ну да, и любые подарки я люблю. Самое главное в подарках – это чтобы человек дарил от всей души, неважно какая сумма, чтобы он с любовью, чтобы было сделано. Не остался в стороне и главный символ года – крыса. Прилавки буквально ломятся от разнообразия образов серого зверька. В этом году, допустим, год мышей, крысы. Поэтому символика крыс, мне кажется, будет актуальной. Обязательно символ года, обязательно. И конфет, наверное. Конфеты, все. Желания взрослого человека иногда удивляют своей непосредственностью. Ведь под Новый год каждый хочет верить в чудо. Сладкие подарки. Сладкие подарки, либо носки, либо что-то для ухода за собой, типа маски. Сладкие подарки, все. Я хочу квартиру. Пускай мне Дед Мороз квартиру подарит, да? Я дарю носки и люблю получать носки. Я дарю сладости, чай, носки тоже. А самой мне нравится получать что-нибудь типа чашек. Еще осталось время для того, чтобы порадовать приятными подарками себя и своих близких. И, конечно, важно помнить, что главное – это внимание. Саргалана Неустроева, Семен Семенов, Якутск.
Быка холода и снега установили возле кинотеатра «Центральный» в Якутске. Работа над фигурой длилась полмесяца. Сначала сделали деревянный каркас, на который крепили снег с помощью воды. Бык холода простоит до конца марта. Об этом рассказал автор проекта Анатолий Богослов. Скульптором является Ефим Федотов из Мегино-Кангаласского улуса. Официальное открытие фигуры состоится завтра. Урдел зажжет новые звезды якутской эстрады. 6-я церемония вручения музыкальной премии пройдет 4 января в столице Якутии. Награда в области якутской популярной музыки ежегодно выявляет лучших исполнителей и аранжировщиков, авторов-песенников, мелодистов. Номинанты – это артисты, чьи песни на протяжении года лидировали в хит-параде «Радио Тетим». В течение 4 месяцев зрители и слушатели радио активно голосовали за любимые композиции через сеть Инстаграм. В этом году в финал вошли 23 исполнителя. Победители определят по 4 номинациям. Владимир Путин сыграл в предновогоднем матче по хоккею на Красной площади в Москве. Результатом товарищеского матча в ночной хоккейной лиге стала победа команды президента России. Игра завершилась со счетом 8-5. Российский лидер традиционно вышел на лед под 11-м номером. В команде президента выступили глава Минобороны Сергей Шойгу и известные лица отечественного хоккея, в том числе Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров и Алексей Касатонов. В состав команды соперников вошли губернаторы Андрей Воробьев и Алексей Дюмин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин, Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман и другие игроки ночной хоккейной лиги. Победами республиканского и даже всероссийского уровня регулярно пополняют копилку спортсменов Ленского района дзюдоисты. Сейчас они готовятся к играм Дети Азии после победы на отборочном туре в Кубке первенства республики Саха-Якутия. С чемпионами встретилась Анна Кожевникова. На татами ленский дзюдоист. Буквально недавно команда ленчан вернулась из Якутска с очередной победой. Ванесса Федорова завоевала золотую медаль на Кубке первенства республики Саха-Якутия в своей весовой категории. Ну, не очень сложно было. Там девочка была, которую я проходила, выигрывала раньше. Я раньше с ней боролась и выиграла. Я занимаюсь уже почти 5 лет, с 5 класса. Меня мама привела на дзюдо. Секции дзюдо уже 6 лет. Первые дзюдоисты в этом году окончили школу и разъехались по другим городам. Сложность воспитания спортсменов для ленских тренеров одна. Дети вырастают, уезжают учиться и защищают уже не честь Ленского района, а выступают за вузы, СУЗы, где они учатся, другие города, порой и регионы. Но каждый год в секции дзюдо появляются новые чемпионы. Помимо золотой медалистки на Кубке первенства республики проявили себя и другие ребята. Это был первый отборочный этап к подготовке к играм к Детям Азии. Наши ребята выступили достаточно неплохо. У нас 1 первое место у Федоровой Ванессы и 2 вторых у Емельяненко Алины и у Султанова Нурай. Мальчики, к сожалению, не смогли выступить достаточно хорошо, но остановились в шаге от 3-х мест, завоевали 5-е места. Для них это тоже результат. Мы работаем, мы растем со своими страхами боремся. Ну и, конечно, такие соревнования способствуют повышению уровня мастерства. В секцию дзюдо набирают ребят от 7 лет. Но в этом году 7-леток уже не принимали из-за большого количества детей в этой возрастной категории. Сейчас этим видом спорта занимается около 80 детей. Самый осознанный возраст, когда ребенок понимает, его ли это спорт и чего он хочет достичь, как рассказывает тренер, это 10 лет. Я пришел, потому что мне понравилось делать приемы именно. Мне больше всего нравится бросок через передняя подножка. А у тебя все уже получается или, может, что-то еще не получается? Не все получается. Сегодня за плечами ленских дзюдоистов немало масштабных соревнований. Самые трудные из них – первенство России по дзюдо. Медали оттуда не привозили, но опыт колоссальный. А вот на соревнованиях всероссийского уровня ленские дзюдоисты становились призерами. Так и сейчас спортсмены готовятся к выходу на татами с новыми соперниками в 2020 году. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Мы следим за развитием событий. Удачи вам!